Как известно, СМИ играют важную роль в пропаганде и распространении информации. И, конечно же, в вопросе сохранения и развития языка они могут сделать немало. Увеличение количества публикаций, теле- и радиопрограмм на родном языке, дубляжи художественных и мультипликационных фильмов, словом, с экранов телевизоров и различных интернет-ресурсов должен как можно больше звучать абхазский язык. Кроме того, необходимо тщательно следить за исполнением закона о государственном языке Республики Абхазия, предусматривающего обязательное использование государственного языка на встречах любого уровня. أداك ورجع بسيف ديو استتقوا درة ترقوا أنلر ساكن أخا كم زرقة شمسخسي أريهاس واحد حشمزم. Согласно 16 статье Закона о государственном языке Республики Абхазия, в негосударственных печатных СМИ текст на абхазском языке должен занимать не менее половины, за исключением изданий, учрежденных национальными культурными обществами республики. Однако в настоящее время в негосударственных печатных СМИ лишь изредка появляются статьи на абхазском языке. И на это, по словам главных редакторов, есть причины. Если вы начинаете работать с абхазским шрифтом в газете, то у вас просто это головная боль. И вот таких вот проблем, шрифты, переносы, их просто масса. То есть он не адаптирован на сегодняшний день под средства массовой информации. Это такая же проблема, как проблема с техническим абхазским языком. Телевизионная продукция студии «Медиаспект» есть у нас и фильмы, и передачи на абхазском. Но, конечно, их значительно меньше. По справедливости ради, я скажу, 80% на русском и 20% на абхазском. Это правда. Но я вам другое хочу сказать. Телевизионная продукция, она делается для того, чтобы представлять Абхазию, вот в данном случае, в нашем случае, на кинофестивалях. И, конечно же, я могу делать это только на русском языке. Другое дело, что существуют еще титры. Но вот не дадут мне соврать, что значит сделать титры на абхазском языке. Это очень дорого. Отдельно иногда бывают какие-то и у нас публикации на абхазском, но редко. Но сейчас, чтобы вернуться вот к такому действительно состоянию, надо хорошо подумать и совместное решение принять какое-то. Вице-спикер Народного собрания Левон Галустян отметил, что в 2016 году некоторые редакторы независимых средств массовой информации обратились в парламент с вопросом юридического закрепления мер и их финансовой поддержки. Но так как календарный и бюджетный год были начаты, внести изменения в соответствующий закон не удалось. А на данный момент финансовую помощь от государства получают все независимые СМИ Абхазии. В бюджете 2017 года было заложено 3 миллиона рублей в качестве мер финансовой поддержки независимой прессы. На тот момент получателями бюджетных средств было 5 изданий. Насколько нам известно, и потом сумма в 2018 году была закреплена на уровне 2017 года. При подготовке закона о госбюджете на 2019 год сумма была скорректирована в сторону увеличения, и она, собственно говоря, увеличилась на 1 миллион 800 тысяч рублей. Итоговая составила 4 миллиона 800 тысяч. Директор телекомпании «Абаза ТВ» Руслан Хашиг рассказал о работе телеканала и добавил, что с нового года канал начнет вещать и на абхазском языке. Мы действительно пережили самый большой кризис в области СМИ и сохранили СМИ за счет государственной поддержки. Спасибо за это. Это надо признать, это мы всегда говорим об этом публично. Сейчас постановка вопроса с вашей стороны обоснована и правильно, и соответствует соответствующей статье. Да. Поэтому я предлагаю, вряд ли мы сразу сейчас готовы предложить вам интересный проект, как выйти из этой ситуации. Мы встретимся, и каждая редакция подумает, скажет, суммирует, и потом вынесем на рабочую группу и подготовим предложение. Развитие абхазского языка – это комплексная задача, для решения которой должны прилагаться усилия всех, в том числе и представителей СМИ. И, как было отмечено на встрече, необходимо расширить тематику телевизионных передач на абхазском языке и тщательно отслеживать исполнение закона. Это также касается и рекламы, и названий разных фирм и организаций. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.